Экстремистская идеология боевиков группировки «Исламское государство» уже давно подверглась резкому осуждению мусульманского сообщества. О том, что эти действия не имеют ничего общего с исламом, говорит множество фактов. Ведь от их рук страдают в первую очередь сами мусульмане. Стремление установить транснациональное исламское государство в Ираке и Сирии привело к множественным смертям и разрушениям. تار بوصل دين تار مرشو يعقشدو بوصل دين مرشو جوش نيزنا جوش أتار ملا تار بيز بوصل دين شو بحكناش شو أربعة شو مش لدو تار نخ боюсь. Ничего хорошего нет, люди страдают. Она признана террористической организацией. Все конфессии, все богословы, в том числе и исламский мир, осуждают их действия. Хочется сказать, чтобы молодежь не поддавалась на эти провокации. 126 мусульманских ученых в открытом письме подтверждают, что так называемое исламское государство не имеет ничего общего с истинным исламом. На 18 страницах обращения религиозных деятелей опираются на аяты из Корана. إذا خارجوا يو إزولم دو إز بيتن دو تغنا يلش عليه الصلاة والسلام سون حديث أش داركوش شيء حق عدولش سنة تردي ناهن سنة صورت خواتينا ناه إيه غبش ظلمي تشوخش ليلوش يلش القزل سنة شيء بيخل سنة بوصو دين دوشش ليلوش تك بوشتول أتسورت سنة سار ستنبع عن خواتينا ألشي دنيا شو إسلام دين شو بوشل بول ناه دين شو بوش جر سوتنا Ислам дин чубех наш дин чун арбош бо ишвандуш. Письмо опубликовано еще 24 сентября. В открытом послании известные религиозные и научные деятели мусульманского сообщества просят прекратить использование термина «исламское государство», утверждая, что такое название противоречит политике группировки, которая подразумевает защиту мусульманских земель от немусульман и установление халифата, то есть государства во главе с мусульманским лидером. Глава Чечни на своей странице в Инстаграм отметил, что данный труд заслуживает того, чтобы его прочитал и изучил каждый мусульманин. Письмо содержит глубокий анализ высказываний главарей группировки и их реальных действий. На его основании известные ученые со всех концов света спрашивают у Аль-Багдади, кто дал вам власть над Уммой? Ваша группировка? Если это так, то на каком основании группа из не более чем несколько тысяч человек назначила себя правителем для более чем 1,5 миллиарда мусульман? В своих проповедях богословы призывают молодежь не поддаваться на уловки лжеидеологов, информацию черпать лишь из проверенных источников, а если возникают вопросы, напрямую обращаться к местным имамам. Для того, чтобы каждый житель нашего региона мог ознакомиться с содержанием послания, его планируют опубликовать во всех региональных СМИ. На сайтах всех наших подведомственных газет будет размещена эта информация. Кроме того, у нас есть подведомственное министерство 2 газеты религиозного содержания, это «Зори Ислама» и «Ан-Нур». И сейчас мы говорим с ними, разговариваем с ними о возможности полной публикации, то есть в печатной версии этого письма. Сегодня от каждого из нас зависит, как мир будет воспринимать ислам, говорят чеченские алимы. Они советуют не распространять непроверенную информацию, которой полон интернет. Тогда и вероятность неверного толкования ислама будет исключена. Санета Тутаева, Луиза Батыжева, новости.